Иван Геннадьевич Азовский, главный тренер футбольного клуба «Улутау». Во-первых, спасибо, Иван Геннадьевич, что нашли время. Мы пока не так много здесь главных тренеров записали. Я, учитывая тот факт, что вы в клубе с самого начала, хотел бы спросить вообще, как все начиналось, на что вы приходили, что удалось достичь вот, в рамках клуба всего за эти годы. Ну, начиналось с того, что в 22 году Талгат Муруанович Байсуфинов пригласил поехать в Улутау. Как бы от федерации это проект развития футбола в регионе, в Улутауском регионе. Вот, и я, честно говоря, сразу прям согласился. Никаких раздумий, ничего не было. А вы на тот момент работали где-то или нет? Я как раз работал в футбольном клубе «Шахтер» Караганде. Вот, а он работал в Махтарале. Вот, и вот когда он позвонил, говорит, так и так, вот мы едем. Я говорю, я поеду. Все, и поехали мы в декабре, приехали в Джесказган, провели там, 2 недели, провели как бы такой селекционный сбор, просмотрели много детей, просмотрели первых как раз ребят для команды, для главной команды во вторую лигу. Вот, и под Новый год разъехались по домам, и уже в январе месяце мы собрались уже все вместе и уже начали работать. Команда уже готовилась на сборах, а мы уже работали уже с детьми, с теми, кого набрали, и плюс по ходу там уже набирали. У нас было 3 группы, и вот так вот мы начали свою деятельность, и закрутилось, завертелось. Скажите, а какая была инфраструктура, вот какие были трудности, вот, когда вы начали? Ну, если так брать последний год в премьер-лиге, команда была в 2009 году. И от инфраструктуры там на тот момент еще был купол и в городе стадион. Потом летом, где-то месяце в июне или в июле даже, был сильный такой ураган, который снес наш купол. Мы остались, как говорится, без нашего вот этого, где мы базировались, можно сказать, мы все тренировки там проводили. Ну, переехали на стадион, часть групп тренировалась на стадионе, часть в Сатпаево. Ну, так вот, 2 поля, по сути дела, Сатпаев и Джесказган. Все, больше ничего. Ну, за это время уже как-то ситуация поменялась? Нет, ничего. Единственное, вот только в прошлом году, в конце года, нам перестелили вот современное поле, нам постелили. И все. По количеству ничего не увеличилось. Ну, вы как человек, уже знающий, мне кажется, от и до весь казахстанский футбол, я хотел бы вас спросить, насколько вообще инфраструктура – это проблема развития футбола в целом в стране? Ну, если брать инфраструктуру, например, у нас только, можно сказать, у футбольного клуба «Кайрат». То, что в Чимкенте есть вот эта вот спортивная база БИИК, и в Туране, в Туркестане построили тоже такого же плана. Ну, по остальным городам как бы сложно все. То есть мало полей тренировочных, особенно если есть стадионы. Ну, тренировки проходят опять же на этих же стадионах, а мы хотим видеть качество. Качество должно быть на хороших полях. Тогда будет развитие. И, например, зимой те же дети должны заниматься в залах. Это благо еще там, руководители футбольных центров находят залы, пусть маленькие, но этого мало. Нужны поля стандартного размера, поля качественного покрытия поля, чтобы действительно дети занимались и шло развитие. Ну и плюс развитие тренерских кадров. Это тоже немаловажно. Может, это даже в первую очередь. Кто детей воспитывает, тренирует тренеры. Так что оставляет желать лучшего. Мне очень интересно, считаете ли вы, что Казахстан футбольная страна вообще, что футбол самый популярный вид спорта или там, условно, борьба, какие-то национальные виды они? Ну, в Казахстане все равно футбол любят, но назвать, что футбол спорт номер 1, все равно нельзя. Все равно у нас
больше борьба, бокс, такие виды спорта, которые превалируют в нашей стране. Но тем не менее, вот этот период, когда мы вошли в Европейскую ассоциацию УЕФА, оно все равно дает какой-то шаг к развитию. То есть мы играем с такими и грандами, и сильными соперниками, и все равно это дает развитие. Но хочется все равно большего. Поэтому... Спасибо, что поделились мнением. Давайте перейдем к вашей команде. Мне интересно, в каких условиях вы принимали клуб и вообще как созрело это решение. Все-таки вы в клубе какое-то время работали, но главным тренером не были. Вот как это получилось? То есть были результаты неудовлетворительные или там вы как-то... Ну, было по-всякому. Были и результаты неудовлетворительные, были с помощником работал, и не всегда, когда ты работаешь помощником, твои идеи на 100% ты можешь воплотить. То есть главный тренер, который все равно определяет там свою политику, и он хочет свои идеи воплотить в жизнь. Вот. А сюда я приехал как руководителем развития детско-юношеского футбола. То, что вот есть программа, которую, кстати, сейчас мы используем ее и в футбольном центре, да и с командой, с первой командой это все используем. И мне хотелось ее вот воплотить в жизнь. Я ее, если где-то делал, то все время какими-то частями, но полностью никак не получалось. А тут все, мы начали это делать, как говорится, и вот потихоньку начало работать. И вот даже сегодняшние результаты у нас дети находятся в Астане на турнире, который уже сегодня они выиграли. С Кызылжаром перед этим ничью сыграли. То есть шаги к улучшению, к развитию, они идут. И непосредственно та программа тренировочная, она дает свои плоды. Вот. И в прошлом году с первой командой, когда я принял, я даже не стал долго раздумывать, что я буду делать и каким путем пойду. Я стал все это делать с первых дней. И спасибо ребятам, которые приняли ее. Вот, и сразу стали воплощать шаг за шагом, с каждой игрой улучшать и качество игры, и результаты сразу пошли. Вот. И потом они сами поверили, что это работает, то, что мы делаем. Ну а когда веришь в это, то, естественно, ты хочешь еще больше и лучше делать. А вы не могли бы раскрыть это? Серьезно отличалось от того, что команда делала до того, как вы стали главным тренером? Ну, как бы в чем именно эти детали, может, какие-то примеры? Но я не то, что буду сравнивать, я просто скажу, что эта программа, она как бы развивает не командную игру, а каждого игрока. И когда ты развиваешь игрока, то, естественно, каждый игрок в команде, он становится лучше, и взаимодействие в команде тоже, естественно, становится лучше. И выходя на поле, каждый игрок знает, что ему делать в какой момент. Ну и, соответственно, от этого и строится игра, взаимопонимание, и тактика, и все остальное работает. А развивают физически, тактически? И физически, да, все там в этих упражнениях как бы все заложено. И если ты даешь определенные упражнения, то это все там заложено. Единственное, надо четко контролировать время, размер площадок, количество игроков в группе, ну, такие вещи, чисто профессиональные. Все. Давайте немного о составе. Сейчас есть ограничения у некоторых команд по легионерам из-за того, что сейчас из государственных денег нельзя их финансировать. Как у вас с этим? Я знаю, что вот на матче с Балтикой вы, скажем так, не афишировали ваш состав. Вот сформирован ли уже он полностью? Понятно ли, кто будет на позициях легионеров, или это еще открытый вопрос? Ну, можно сказать, что состав у нас сформирован. Так как времени мало на подготовку, и мы как бы нацелились на то, как определились с определенным кругом игроков, и мы начали просто уже готовить сразу с первых дней. И то, что мы 2 недели до Турции были в Чимкенте на сборах, и в основном там был круг игроков наш, казахстанский,
И даже там мы начали уже подготовку, именно уже готовясь к сезону, уже даже не то, что там просмотры, там не устраивали этих просмотров, готовились. И попутно уже, кто приезжал, уже определялись, кто подходит, кто нет. Вот. Но а костяк, например, со второй лиги с нами вот сейчас 6 игроков, со второй лиги. С первой лиги, кто с нами был, тоже 6 игроков. И вот 5 игроков мы пригласили уже новеньких с других клубов. Вот. Ну и 6 легионеров, которых мы уже как бы определились с ними. Вот все здесь находятся, 23 человека. Скажите тогда, какие задачи будут, есть ли понимание, то есть это просто остаться в КПЛ или может что-то более? Мы приехали в этот город, чтобы поднимать футбол, и вот за 2 года команда, клуб сделала такой как бы прогрессивный такой скачок, что выиграв вторую лигу, выиграв первую лигу, вышли в премьер-лигу. Столько лет не было в этом регионе команды такого уровня. Потом даже, что греха таить, там молодежь даже многие даже не знают, что такое город Жезказган. Поэтому как-то хочется... Ну, мы и начали это с первых дней своего пребывания, работать над развитием. И поэтому в большей степени мы занимаемся развитием клуба. Вот. И те игроки, которые там, даже вот которые со второй лиги, с первой лиги, и почему мы от них не отказались, потому что это наш костяк, потому что мы в них уже вложили какую-то там свою душу, как говорится, как тренеры. И, честно говоря, у нас даже в Казахстане не так много казахстанских футболистов, которых можно даже в ту же сборную Казахстана вызывать. И поэтому, если есть ребята с потенциальным таким, ну, как бы, будущим, с которыми надо работать. Поэтому мы и пошли на это. И вот непосредственно то, что мы вот сейчас 5 игроков взяли, молодых ребят, вот из ЖТСА, 2 из SD Family, ну, хочется развить ребят, которые будут дать им дорогу дальше, чтобы они играли. Тем более у них огромное желание играть. Вот, и к тому же есть способности к этому. Вот. И те, кто были с нами, даже тот же Жасулан Молдокараев, которому уже 38 лет, но он душой еще настолько, будем говорить, молод, что хочет играть и своим примером доказывает, как он здесь даже и не только на тренировках работает, а и в играх ведет за собой команду. Поэтому в первую очередь идет развитие клуба, идет развитие команды, развитие того же футбольного центра. И как бы руководство клуба то же самое, как бы смотрит на нас с таким, что мы занимаемся этим развитием, и чтобы это было не на 1 год, а на долгие годы. А скажите такой момент, вот вы говорите про развитие, если, ну, предположим, у вас будет удачный старт, и летом захотят переманить игроков, у вас все-таки в приоритете будет, чтобы они помогли клубу закрепиться в КПЛ, или вы их отпустите в условные Карат, Астану там, или в другие клубы? Ну, честно говоря, даже не думал об этом вот именно прямо сейчас. Ну, наступит такой момент, конечно, мы будем все вместе как бы принимать решения, обдумывать этот момент. Хотя на моей практике было такое, тоже работая в ЖТСУ в 2016 году, и когда по ходу сезона, даже не то что по ходу, а чуть ли не в один момент, вот так вот трансферное окно, и у меня уходит 6 человек, и это так тяжело стало сразу, что ну, это не просто так. Поэтому я говорю, не знаю, я сейчас буду думать, как поступить. И потом у нас все равно как бы уже так сложилось в клубе, что мы, если что-то хотим, какое-то решение принять, то мы коллегиально, что ли, все обдумаем все вместе, там, взвешиваем все за и против. И как бы нет такого, что это там ложится на плечи там, одного там президента клуба или там главного тренера. Нет, у нас
в этом плане коллектив такой, что ну, есть с кем посоветоваться, есть с кем обсудить и принять решение. Я еще хотел спросить, в 2022 году, вот когда вы только приходили в клуб, вы верили в эту задачу, что вот за 2 года получится выйти в КПЛ? Ну, вы знаете, честно говоря, я даже не сомневался, что там у нас что-то не получится. Тем более, что мы приехали, у нас специалисты, каждый тренер, который прошел ну, на самом высоком уровне работал, начиная даже от президента, от Бойсуфинова, там, тренерами. Ну, все имеют огромный опыт за плечами, и поэтому даже не сомневался. У вас достаточно футбольная семья, я в первую очередь про ваших сыновей говорю. Вот, мне интересно, ждете ли вы как-то по-особенному матча против Жениса, где работает ваш сын? Да нет, честно говоря, никаких особенных таких игр я не жду. Каждая игра это для меня, как для тренера, это игра, где каждый тренер хочет победить, а работает там сын или кто там, друг, это для меня не имеет значения. И не первый раз такие игры. И были, когда и сыновья были футболистами, и мне приходилось играть против них. Так что и против друзей играть, ну, нет. Игра – это игра, есть контракт, есть обязанности, есть задачи, поэтому такого нет. Еще хотелось бы спросить, все-таки вы поиграли в Казахстане, когда он еще был частью Советского Союза. Вот футбол, может быть, 2 момента, что поменялось именно в казахстанском футболе вот за вот эти 30, может, 40 лет, что вы в нем уже находитесь? Сейчас, может быть, для футболистов очень много возможностей, я бы так сказал. Там, уехать в другую страну, поиграть, здесь даже внутри, там, участвовать в Лиге чемпионов, там, в Лиге конференций, то, что вот сейчас вот происходит. То есть все равно как бы для наших футболистов такой уровень, может быть, уровень выше стал, что ли. И даже на уровне сборной мы играем против таких стран. Я говорю, там, даже я, работая в сборной еще в 2006-2008 года, мы и Португалия, и Англия, и там Сербия, и там, ну, все хорошие сборные. И сейчас и против Франции играют ребята. Ну, наверное, этим отличаются. А вы, кстати, работали, когда вот тот самый матч Роналду был дебютный? Национальной сборной, да? В Казахстане. Да, Он вам чем-то запомнился чем-то, 2007. Роналду? Да. Или так? Ну, как запомнился? Запомнился, конечно, игрой своей запомнился. Как мы там играли в Португалии, как я проводил разминку на поле и стоял спиной к тому, откуда выходили на поле команды. И когда стадион как заревел, я обернулся, смотрю, португальцы вышли. А тогда там вообще был, там одни звезды играли, и Роналду, и Карвальо, и Гомеш, и тогда только Фигу, по-моему, только закончил. Гомеш. Ну, многие там звезды. И смотрю, наши игроки прям так что-то так это... Не то, что затряслись, нет, они были спокойны, но все равно какое-то было замешательство. И пришлось их на меня смотреть. Продолжаем разминку, как бы так успокаивать. Нет, обычно все было, но тем не менее. Ну, а в той игре вам кто-то особенно из португальцев запомнился, нет? Я имею в виду, знаете, ну так просто по игре. Вот. Ну, тогда игра тяжелая была. Мы играли у них, в Португалии. Стадион гнал их вперед. Мы больше играли от обороны. И в той игре даже тот же Роналду, он, по-моему, 2 мяча забил. Ну, сложная была игра, но тем не менее мы проиграли 3-0, и я знаю одно, что перед этой игрой мы сами как тренеры очень сильно переживали. Тогда перед этой игрой как раз сборная России тогда играла с ними, и что-то проиграла 7-0, что ли, 7-1, да, и вот этот счет как бы у нас сидел в голове, и мы, ну, когда 3-0 сыграли, и еще к нам в раздевалку пришел
тренер, вот бывший бразильский, я уже забыл фамилию. Скалари. Скалари, да. Скалари, а они были знакомы с Арно Паперсом, и Скалари говорит, ну, что ты, говорит, хотел, говорит, ну, уровень, говорит, ну 3:0, это, говорит, хорошо тут, да, хорошо. Так что вот такое было. Ну вот знаете, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки казахстанский футбол, наверное, какой-то шаг вперед сделал за вот эти годы? Вот я не договорил. Да. Да, конечно, сделал. Даже в этом плане, как бы мы там, знаете, как мы любим же говорить, что как мы играли, да, как бы мы ни играли хорошо, но тем не менее сейчас вот это поколение, оно, конечно, шагнуло вперед и в плане даже того, что я говорю, мы же не играли против Роналду или против тех звезд, а они играют. И, естественно, играя против такого уровня игроков, ну, ты становишься лучше. Это как для тебя, как школа. Так что, да, я считаю, что да. Чего не хватает казахстанскому футболу? Все-таки инфраструктуры не хватает. Я говорю, вот, это очень нужно. За что вы больше всего любите казахстанский футбол? Не знаю, я вообще люблю футбол и в то же время казахстанский футбол. За счет вот футбола я и состоялся как тренер, как игрок, как тренер. Поэтому вот за это, может, я люблю его. Кто самый талантливый казахстанский футболист сегодня? Ну, тоже считаю, что это Бауыржан Исламхан. Когда Казахстан попадет на чемпионат мира? Не знаю, сложно. Когда вот будет и инфраструктура, когда будет вот действительно школы функционировать так, как вот европейские, вот тогда будем, может быть, и ждать выхода. Самый лучший футбольный стадион Казахстана? Ну, Актобе. Актобе, ну, люблю еще центральный стадион Алматинский. А скажите, в советское время вот, как было вот со стадионами в Казахстане, с атмосферой? Тоже Актобе скажете? Или... Ну, в Актобе как бы такого не было, как сейчас. А тогда, в советское время, ну, как-то во всех городах собирался народ. И вот и в Целинограде вот очень много народу было, в Павлодаре много было, Кустанай. Ну, как-то я не могу так вот. Ну, везде был народ, всегда. Ну, хорошо. Да. Кому вы благодарны за вашу профессиональную карьеру? Наверное, моим первым тренером, которые даже, может, не то, что меня воспитали, там, тренировали меня, а просто даже заметили во мне какие-то качества футболиста и потом приметили меня уже в Алматинский спортинтернат, и когда я поехал туда, я уже там профессионально начал заниматься футболом, и да, наверное, так. Если бы не футбол, то... Хоккей с шайбой. А, вы играли? Да, играю. До сих пор играете? И до сих пор играю. А вы не играли, может быть, на каком-то профессиональном уровне? Там? Ну, в советское время, наверное, не было? Нет, на профессиональном не играл, но в юношах, да, играл за школу, за город. Даже это в далеком 1977 году приглашали в спортинтернат Торпедовский Каменногорск. Вот, а в 1978 году уже уехал в Алматинский интернат по футболу. Ну, был шанс пойти по хоккею. Да, по вот хоккею. тогда, да, был шанс, я что-то отказался и пошел в футбол. Не жалеете? Да нет, не жалею. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол в Казахстане – это? Не знаю, может быть, футбол в Казахстане это для кого-то какой-то шанс чего-то достичь, что там скрывать, там, заработать, там, вывести там, себя на какой-то уровень, там, семью, как бы, чего-то добиться в жизни. Может быть так. Самая частая проблема начинающих футболистов? Вообще вот у футболистов, да, вот особенно начинающих, вот самая такая проблема, я думаю, что вот они добьются чего-то, вот, какого-то небольшого успеха и думают, что это все уже, они всегда будут там в обойме, они будут всегда
на виду у тренера, всегда у них все будет получаться. И не хотят прикладывать усилий к дальнейшему развитию. Я думаю, вот это вот самая основная причина. Главное правило на футбольном поле. Это дисциплина. Не то, что вести себя хорошо, это дисциплина в полном смысле слова. Быть дисциплинированным к тому, что ты делал при подготовке к игре. Все время быть внимательным, все время быть во взаимодействии с партнерами, с окружающей средой. По сути дела, футболиста воспитывает даже не то, что тренер, а воспитывает его окружающая среда. С кем он тренируется, вот, кто его тренирует. Вот это самое главное правило. Почему нужно играть в футбол? Ну, сама игра, знаете, она дисциплинирует. Если ты относишься, по большому счету, с душой, с самоотдачей, она дисциплинирует тебя и помогает даже в жизни стать тем, кем ты хочешь быть. И заключительное, что для вас значит футбольный клуб Улатау? Для меня это вот первое, это такой шаг к развитию футбола в области. Но вот сейчас вот я вот смотрю, вот для детей, которые сейчас у нас занимаются в футбольном центре, те вот ребята, которые сейчас с нами пришли, которые в премьер-лигу от второй лиги, с первой лиги, и сейчас вот в премьер-лиге готовятся к сезону. Это какой-то вот клуб, который дает еще одну ступень, стать выше, что ли, к развитию. И вот для тех детей, которые находятся там, я считаю, что вот представьте, они ничего не видели до тех пор, пока не возродился клуб, не создался новый клуб. И вот они сейчас ездят, играют, вот сейчас в данном случае в Астане. А когда бы они поехали, и был бы у них шанс, а сейчас вот третий год, они уже выезжают, они играют. И сейчас детей все больше и больше, сейчас мы их одеваем. Даже первая команда, сейчас будут приезжать такие команды к нам, Кайрат, Астана, Тобол, там, Ардебасы, ну все. И для местных жителей увидеть эти команды наяву, в лучшем случае они по телевизору это все смотрели, а тут своя команда, и болеть за свою команду, и видеть такие команды. Ну это просто, я говорю, еще ступень стать выше. Вы не боитесь, кстати, что на каких-то играх, может, за гостей будет болеть больше, чем За вашу гостей? команду? Значит, нам надо работать лучше и играть красивее, что ли. Как вот в прошлом году у нас стадион болел прям аж. Я такое только в Актубе, может, видел, как у нас болели. Пусть по количеству их было меньше, но болельщики болели и любят команду, и любят игроков.